Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо всем за подписку, за лайки, за хорошие добрые комментарии. Мои милые, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. С кем и чем сведет вас судьба? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, прям так и спросите, с кем и чем сведет меня судьба. Вы также можете загадать свой собственный срок. Только, пожалуйста, не загадывайте слишком близкий срок. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, с чем, с кем сведет вас судьба. Так, интересно. Ну, давайте по порядку. Пойдем снизу вверх. В сегодняшнем дне, ситуация сегодня, да, я вижу, что вы немножечко либо запутались, либо вы посылаете запросы во Вселенную, в космос, Создателю. Кому-то очень важно из вас получить подсказочку, куда двигаться. Такое впечатление, что у вас либо развилочка сейчас на вашем жизненном пути, либо ситуация требует безотлагательного какого-то решения. Вам сложно сделать выбор, вам сложно решиться вступить на новый путь. Знаете, есть что терять. Даже, может быть, если ваша жизнь и не слишком наполненная, все равно какая-то условная зона комфорта, да, в которой вы сейчас находитесь, да, привычка, можно так еще назвать ее, мешает вам открыться новому. Вы знаете, перед вами нет блоков. Единственный блок, который я вижу, это вы сами. То есть ваше неумение, либо нежелание в сегодняшний день взять на себя ответственность и принять какое-то вот прям категоричное решение. Вы знаете, высшие силы полагают, что вы сможете справиться со всем, и этот выбор, и эта ситуация, это именно только ваше, только ваше. Как вы решите, так и будет. Здесь нет никакой жесткой указки свыше, здесь именно идет ваш сознательный выбор. То есть представьте, вы сейчас находитесь в точке невозврата. То есть либо вы все оставляете как есть и дальше живете, ну, я так понимаю, не совсем весело, либо вы все-таки делаете решающее движение вперед и уже идете в новое счастливое будущее. А будущее будет прекрасным. Знаете, вот эти все застойные моменты, которые присутствуют в вашей жизни, они постепенно будут уходить. Во-первых, у вас идут хорошие знакомства. Идет прекрасный человек, может быть, даже несколько людей, которые вот идут к вам с добрым посылом, с доброй энергетикой. Один человек, вот 100%, будет за вами ухаживать. Очень вы уж ему понравитесь, приглянетесь, напомните кого-то из его далекого, например, детства. Вот прям человек посмотрит на вас и восхитится, насколько вы добрая, насколько вы замечательная, насколько вы прекрасный человек. Знаете, здесь даже именно не момент какой-то там острой, интимной, да, там, жажды, а скорее душевный порыв будет у человека. С этим человеком могут сложиться очень неплохие отношения, прям очень неплохие. Я вижу, что человек сумеет вас заинтересовать, вы друг к другу, вот смотрите, будете тянуться, но вы должны знать такое вещь. У человека, скорее всего, есть хвосты, причем несколько хвостов. Это может быть как и, например, кредиты, может быть проблемы в его семье родительской, да, либо у него там обязательства перед его же детьми. То есть человек идет вот прям не с легкой душой, да, есть у него какие-то проблемки. Но тем не менее это не портит ситуацию. В любом случае человек будет вам интересен, у вас сложится прекрасный диалог, вы будете общаться, встречаться. Если что-то на любовную тематику вы захотите перевести, но здесь, знаете, как с вашей стороны, вот не с его, с вашей стороны, возможно, будет какое-то немножечко сомнение, а мой ли это человек, а стоит ли ему доверяться, а потянет ли он там меня, мою семью, плюс еще свою. Но, тем не менее, эти отношения, они будут развиваться очень поэтапно, и, знаете, вот человек окажет вам какую-то неоценимую услугу, какую-то помощь, поддержку, подсказку, что-то для вас хорошее будет делать. И, знаете,
Вот знаете, как больше на дружеское, конечно, идет на дружескую основу, но тем не менее, кто знает, как повернет время, может быть, в следующих отсыпочках будем смотреть, но тем не менее, человек очень приятный вашему сердцу. Вот. Так, а второй человек, смотрите, второй человек очень деловой, очень такой, знаете, качественный человек. Это может быть как мужчина, так и женщина, я не вижу, здесь просто вышла вот такая, знаете, кобра. В таком положении кобра означает человека мудрого, знающего, умного, человека, который может вас подтолкнуть вперед, который может дать вам хороший дельный совет, может быть, где-то вас чему-то научить. То есть это какие-то деловые отношения, очень такие, знаете, прям мощные сложатся отношения у вас с этим человеком. Благодаря этому человеку, вот его мудрости, либо его, может быть, смелости, может где-то и наглости, вам откроется то, что было доселе закрыто. То есть какие-то, может быть, перспективы на карьеру, либо на решение каких-то запутанных дел. То есть человек мастер, мастер своего дела, очень высокий профессионал. И этот человек с вами очень удачно вот будет сотрудничать, и это сотрудничество будет очень полезно для вас, для ваших дел, для вашего продвижения. Так, у кого любовь есть на расстоянии? Вы знаете, вот не сомневайтесь в этом человеке. Человек вас искренне по-настоящему любит. Человек очень сильно страдает, что вы немножечко либо отдалились, либо потеряли интерес. Вот ему кажется, что вы немножечко от него так ручку вытягиваете, да, и его отталкиваете. Вот такое впечатление у человека складывается. Хотя, может быть, и сам виноват, может быть, не проявлял достаточной активности. Но, тем не менее, этот человек вас любит, и у этого человека есть какой-то план. То есть он сейчас обдумывает, либо готовит какое-то действие. Действие, связанное с тем, чтобы поскорее быть с вами вместе, встретиться, насладиться вами, да, что-то вам подарить, как-то вот себя провести, вернее, проявить как джентльмен, да, провести с вами время. Вот ждите буквально, может быть, несколько недель, да, вот прямо у него это все дело там организуется, он там все это продумает детально и что-то будет вам предлагать то, что, например, вы себе даже, ну, и не загадываете, потому что я вижу, что вы тоже немножечко подустали от этого человека, либо он действительно ведет себя странно, неактивно, либо вы уже теряете к нему интерес. В любом случае человек еще себя обязательно покажет. Дальше. Я вижу, что у многих какое-то дело очень сложное есть. Прям, знаете, вот все силы забирает, да, всю энергию. Либо очень сильным является триггером, вас раздражает. То есть вы не можете закрыть это дело, вы не можете с ним закончить. И неизвестность вас уже просто, ну, извините меня, изнутри разъедает, да. Смотрите, что я вам скажу. Во-первых, это дело, оно судьбоносное. Это не просто так произошло в вашей жизни, и оно как бы началось, да, с непонятной какой-то причиной для вас, да, может быть, кто-то подставил, может быть, кто-то допустил какую-то ошибку, кто-то совершил какой-то, может быть, даже проступок, а почему-то вас сделали как козлом отпущения, да, как раннего нашли. Но в любом случае, смотрите, там идет, скорее всего, какой-то серьезный урок, потому что здесь, смотрите, какой цветок вышел, да, цветок, который долго не может зацвести. Вы это дело решите, обязательно решите. Вот конец года это и будет та ситуация, вот именно открытие вот этого бутона, будет все решено. Мало того, вы благодаря этому делу либо какую-то себе придумаете новую, либо работу, либо какое-то увлечение, призвание, может быть, ваше откроется. Кстати, кто-то может на этом очень даже хорошо заработать, компенсацию получить, либо что-то себе отсудить, например. То есть в любом случае то, что вас больше всего угнетает и мучает, вам буквально вот конец года, да, начало Нового года принесет большое удовольствие и даже большую прибыль. Так, у кого-то я, кстати, вижу какие-то покупки двойного назначения. Смотрите, вы будете что-то покупать, но у этой вещи как будто бы будет двойное назначение, либо вы купите, ну, скажем так, по наитию, да, понравилось, купил я такую вещь, а потом в будущем поймете, что эта вещь очень для вас и нужна, и полезна, и принесет вам даже вот прям удовольствие такое моральное, да, что вот я совершила эту покупку, я это купила. Возможно, кто-то вас будет хвалить из ваших, например, близких и говорит, как замечательно, что ты купила эту вещь, и теперь мы все рады, все мы счастливы.
Так, у кого-то будут гости. Гости, скорее всего, какие-то родственники, либо очень хорошие друзья. Люди будут ехать издалека. Здесь расстояние измеряется, ну, я не знаю, там, перелетом на самолете, да, грубо говоря. Люди приедут издалека. Может быть, даже один человек, может быть... Больше, знаете, как идет, как женская энергетика, да, женщина приедет издалека. И как будто бы вы отдадите этой женщине приют, да, вы разделите с ней свой дом, свою еду, свои какие-то, может быть, даже дела, да, будет вам женщина это помогать. Не просто так она идет, чтобы там сидеть с вами, да, либо быть у вас, скажем, на обеспечении. Нет, женщина будет очень сильно вкладываться в вас, в ваши дела, в вашу жизнь, будет вам очень хорошей помощницей. Так, вот девочки, которые ждут либо беременности, либо каких-то вот изменений по здоровью. Именно для девочек предсказания. Смотрите, время не пришло. Вот прям песочек говорит, что время не пришло. Еще не открыты вам эти пути. Если вдруг вы, не дай бог, чем-то сейчас болеете, либо какое-то плохое самочувствие, я скажу вам такую вещь. Я вижу, что от вас отвели очень большую беду, очень большую. Вот может быть связано с этим состоянием, может связано с каким-то другим состоянием, либо с другой ситуацией. Но вот то, что с вами приключилось, конечно же, это тяжело, конечно же, это неприятно. Но поверьте, это меньшее из зол, что могло произойти или случиться с вашей жизнью, с вами. Не надо задавать вопросы, за что, почему. Здесь именно идет эта ситуация вам во благо. То есть вас, ну, например, у вас температура, да, там, ну, приболели вы, да, там грипп, например, у вас, да, и вы вот лежите и думаете, ну как так, да, на ровном месте, откуда же я эту заразу, например, взяла. На самом деле, если бы вы не заболели, вы могли бы, например, какой-нибудь там, ну, не дай бог, конечно, да, в какую-нибудь аварию попасть, да, где бы было намного все, ну, посложнее. Поэтому еще раз говорю, я вижу, что отвели беду. То же самое, кто вот пытается забеременеть. Не дается вам эта детка, да, не дается вам ребеночек, потому что время не пришло. Знаете, ваше тело не готово, организм ваш не готов. Может быть, стрессуете вы до сих пор очень сильно. Может быть, действительно есть какая-то патология, которая требует, например, дополнительного времени, да, дополнительного лечения. Не надо корить судьбу, абсолютно не надо. Вы знаете, песочек такой вышел хороший. То есть я вижу, что за вами присматривают, за вами вот прям глаз да глаз, да, вас берегут. Почему это делается? Да потому что ваша жизнь только начинается. Вы вот сейчас стоите вот прям перед дверью в новую счастливую жизнь. Вам остался всего лишь один шаг. Просто переступить порог и идти в новое счастливое будущее. А у вас как немножечко ступор настал. Вам почему-то вот страшно, мои дорогие. Слушайте, сны могут сниться интересные, прям интересные сны. Вот кому снятся сны, мои милые, ну я вас поздравляю, вы действительно будете получать то, о чем мечтали, чего хотели. И даже, наверное, больше будет тут приходить к вам. Но вы всегда должны понимать, чем больше вы вкладываетесь в себя, либо в своих близких, либо в людей, которые нуждаются в помощи, тем больше вам будет возвращаться. Вот это вы должны запомнить. Очень хорошие перемены вас ждут. Здесь и люди хорошие, смотрите, какие, да, идут к вам. И ситуации тоже будут очень интересные у вас складываться. Особенно вот все, что связано с вашими делами, с вашей работой. Все, что было не решено, все, что вас топорило, блокировало, все это разрешится самым лучшим и удачным образом для вас. Кому-то больше времени понадобится, а кто-то вот уже просто буквально со дня на день будет получать исполнение. Мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.